Аузубиллахи минаш-шайтанир-раджим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин. Вассалату вассаламу ала расулихи Мухаммадин ва алейхи ва асхабихи ажмаин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Хирия джамаат адирач ар-харбал. Аллахс. Дорогой джамаат и приезжие гости, дай Аллах, чтобы не наступил для вас день печальнее сегодняшнего. Дай Аллах, чтобы вы остались всегда в радости, проводя мавлиды. Среди всех творений, созданных Всевышним, в этом мире человек создан самым дорогим. И среди людей самыми избранными и достойными являются пророки. Начиная от пророка Адама до нашего пророка, все они возвеличены над остальными людьми. Теперь, начиная от Адама до нашего пророка, все пророки и посланники приходили с исламом. Это не только нашему пророку дано. Он ниспослан всем, начиная от Адама. Но в шариатах были изменения. Видите ли, ислам охватывает все самые лучшие деяния. Плохие деяния, дурной нрав, неправильные поступки. Этих вещей в исламе не бывает. Ислам – это истинный, верный путь, чистый от всех недостатков. Теперь, наш пророк, алейхиссалату вассалам, он последний из пророков, и после него пророков не будет. Не оставлять же народ пропадать. Вместо него Аллах дал алимов, шейхов, и мы люди, следующие по тому пути, которому следовали пророки, придерживающиеся их пути, слушающиеся их, и поступать будем так, как поступали они. Иншаллаху рахман. Ислам не приемлет неправды. Подумайте сами, когда произносят слово «му'мин» и говорят слово «бандит». Если эти слова сказать какому-либо человеку или даже ребенку, какое воздействие каждая из них оставит на сердце? Разве нет между ними большой разницы? Поэтому от разговоров толку не бывает. Нужно понять истину ислама. Нет пользы от поступков, совершаемых, не поняв сути. У нас есть возможность донести ее. Инструментом, с помощью которого можно понять ее, это ильм. Ведь для этих знаний у нас построены мадраса в разных местах. В прошлом была причина, которую приводили, говоря, что не разрешают исповедовать религию, хотя и тогда была возможность придерживаться ее тому, кто захочет, если даже не так открыто, как сегодня, но хоть было что сказать. А сегодня? Какую причину можно привести сегодня? Сегодня у нас нет никакого оправдания, чтобы привести Аллаху. Поэтому на первом месте должно быть ильм. Ильм тоже бывает разное. Явное бывает ильм и тайное. Но если будут оба знания, это будет более совершенным. Если обладать только одним, то такой человек подобен птице, которая имеет лишь одно крыло. Для самолета тоже сделали два крыла. Почему так? Вся техника, что существует в мире, человек не смог бы ее создать, если бы не было примера, показанного Аллахом. Самолет сделан подобно летящей птице. У всего есть свой образец. Когда снимают мотор у машины и открывается место, где бывает мотор, то оно похоже на лицо скотины, овцы, после того, как его сняли. Все сделано по образцу. Поэтому мы говорим все об одном и том же. Душа должна болеть. Сделанное без души не продвигается вперед. И результата от этого не бывает. Да поможет Аллах всем служить искренне, осознанно. Нашей умме дано много достоинств, которые не были даны другим общинам, умме Мухаммада.
Совершать ежедневную пятикратную молитву обязали только нашу умму. О достоинствах, заложенных в ней, мы говорили ранее. Помимо этого, дорогое особое время, таубу. Это таубу не было дано, кроме как нам. Что же может быть больше, чем таубу? Например, если один неверующий будет находиться в неверии 60-70 лет, а затем примет ислам, произнеся шахадат, ему прощаются грехи, совершенные в эти 70 лет за всю жизнь. Вот что значит таубу. Во-вторых, этот человек, принявший ислам, быть может, что, будучи в неверии, за 70 лет он совершал какие-то благие поступки. Например, оказание помощи какому-нибудь человеку – это благой поступок. Давать милостыню тоже. Если он строил дороги, мосты – это тоже хорошие поступки. Но ему от этого не было пользы, то есть от поступков, совершенных будучи в неверии. Однако после того, как он примет ислам, за те благие поступки, совершенные в неверии, Аллах вознаграждает его. Видите, нам же, мусульманам, за один хороший поступок Аллах воздает десятикратно и от 10 возвеличивает до 70. Также, смотря на его убеждение и на то, куда дал милостыню, Аллах увеличивает вознаграждение так, что об этом известно только ему самому. В Коране Аллах призывает: «Вы, о мусульмане, кайтесь искренне. Аллах в ожидании нашего покаяния». Молодым людям очень необходимо одуматься. Есть хорошие, кто образумился, но есть и неодумавшиеся. Объяснениями невозможно передать, что такое старость. Думаю, если бы они знали об этом, они бы не были беспечны. Я не тот человек, который много знает, чтобы рассказывать. Да примет Аллах ваш зиярат, совершенный суда. Баракалла всем гостям. Да останетесь все в радости, и пусть не постигнет вас день печальный сегодняшнего. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.